Говоря о необходимости возведения стратегически важного объекта и качестве выполненных работ, глава субъекта отметил, проблема с водоснабжением республики существует не один десяток лет. Ввод в эксплуатацию нового водозабора позволяет обеспечить чистой питьевой водой город Малгобек, населенные пункты Назрановского и Малгобекского районов. Конечно, этот водозабор сегодня большую роль играет для жителей Малгобекского района. Поэтому они должны благодарны быть вам. Почему? Потому что с вашей земли, с вашей территории чистая вода пойдет в Малгобекский район. Я думаю, что в течение недели, когда трубы, по которым пойдет вода, очистятся от уже чистой воды, в Малгобеке уже реально почувствуют качество питьевой воды. То, что сегодня там творится, конечно, словами не описать. Огромное количество болезней, некачественной воды. Сегодня из-за того, что Сунжельский водозабор переключен на Малгобекский, страдает от качества еще Сунжельский район. Давление очень высокое. Поэтому я думаю, что сегодняшнее открытие водозабора бесспорно качественную воду даст Малгобекскому району, и качественная вода станет и дополнительно в Сунжельском районе. Опять же, объект очень важен, он продолжает свое направление, в том числе по рабочим местам, в том числе по стабильности. В следующем году до Лендали уже качественная вода поступит уже непосредственно в Назрановский район от этого водозабора. Сегодня, в год 20-летия республики, мы проводим масштабные мероприятия. Они связаны в первую очередь с тем, чтобы обеспечить людей инфраструктурой различными, в том числе спортивными объектами, культурными объектами, экономически важными объектами, вот такими, как водозабор. Такие объекты, которых давно-давно у нас не было. Вы знаете, насколько проблемно вода стоит не один десяток лет. Это было и в советское время ощутимо, тем более после развала Советского Союза. И за все это время, сколько мы помним, мы ощущали качество воды, чувствовали, насколько она некачественная. И решение этих проблем, она стратегия для руководства республики. Бесспорно, мы поэтапно, согласно нашей программы, до 2014 года проблему эту постараемся решить. Ну, в частности, сегодня, как я говорю, уже в Малгобекском районе эта задача будет решена. Единственная проблема у нас – это ветхие трубы. Сама инженерная инфраструктура очень ветхая, советского периода. Мы понимаем, что в Малгобекском районе возникнет ряд трудностей с учетом того, что от давления могут эти ветхие трубы лопаться. Уже локально будем в этом направлении работать. Я искренне поздравляю всех нас с нашим юбилеем, днем рождения нашей любимой республики. Желаю, чтобы у нас было все прекрасно в жизни, чтобы все было хорошо, чтобы стабильность еще больше укрепилась в республике, чтобы те, которые хотят совершать злодеяния, остановили свои грязные злые помыслы по отношению к своему народу, чтобы мы все вместе дружно проводили бы хорошие масштабные мероприятия. Те, которые будут радовать и старших, которые здесь сидят, чтобы они гордились теми, кому они передали в руки управления республикой, чтобы гордились наши дети, которые могут всем рассказывать, что у нас в Ингушетии тоже есть то, чего нет в других регионах. Ну и чтобы мы, уже те, кто у власти сегодня, берегли то, что сегодня нам досталось, и приумножали бы то, что сегодня у нас есть. Спасибо. Далее слово было предоставлено председателю правительства Республики Ингушетия Мусе Чилиеву. Для нас большой праздник в республике. Наконец-то за многие-многие годы мы снимаем проблему с водой в большой степени.
Это очень высокое достижение республики. Дело в том, что мы, все жители республики, знаем, какие проблемы у нас до сих пор были. Мы знаем, что в летнее время Малгобекский район, Султанский район очень серьезно испытывал недостаток воды. И вот этот водозабор, который должен был быть сдан в 2013 году по указанию главы республики, по его жесткому требованию, был вот сейчас сдается на год раньше. Мы сдали первую очередь. Как вы видите, с правой стороны все это 20 скважин. В сентябре месяце поставлена задача в этом же году дополнительно еще 20 скважин с левой стороны сдать. Все это позволит весь Малгобекский район обеспечить водой. Все это позволит вернуть воду, которую мы из Суржинского района сюда, в Малгобекский район, подавали, вернуть обратно. Это большое и очень радостное достижение. Баркал Халчан, мяш, вилочка, мяш. За значительный вклад в строительство объекта водозабора Кантышева-Далакова и многолетний добросовестный труд простым рабочим, отличившимся в его возведении, главой республики были вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения. Грамотой главы республики Ингушетия Салбусбаева Амира Хаджимаровича, мастер. Джандикова Алихана Балановича, начальника участка. Почетный житель сельского поселения Кантышева Хуш Ахмед Касиев выразил слова искренней признательности руководителю региона за такой подарок к 20-летию республики. От моего имени всем рабочим по 10 тысяч рублей всем премию дали. Затем собравшиеся перешли к самой приятной процедуре торжественного мероприятия – перерезанию красной ленточки. Эта почетная миссия была возложена на Юнусбека Евкурова из самых уважаемых жителей Назрановского района. Насос частотное управление едешь. Когда герц поднимает, ты почти оборот жмут. Зато школе резервуар. Вот он добавляет оборот, сбоку починишь. А председатель правительства Республики Ингушетия Муса Чилеев, искупавшись под струей воды, запущенной на одной из скважин, в полной мере выполнил обещание, данное на открытие школы в Новом Меданте Малгобекского района. Юнусбек Евкуров, попробовав воды, пообщался с самыми уважаемыми жителями Назрановского района. مصنع ميلبود يا اخي ده عدود تشخيص حاجه ده صندوق. На участке водозабора построено надкаптажное здание, операторское, установлено манометр, погружной насос, обеспечивающий подъем воды с глубины 220 метров. Также по линии ЖКХ параллельно ведется строительство водовода протяженностью 20 километров. Хороший объект, нужный объект, необходимо, меньше жалоб будет, хорошая вода. Вот все, что я могу сказать, хорошая вода. Мы обеспечим нашу республику, нашу Ачалукскую зону, Малгобек зону водой. Для меня и для всей республики, для Ингушетии это большой праздник.
праздник принятия вот этого водозабора. Это очень хорошо. Да, действительно, у нас очень много перемен, даже далеко не надо ходить. Давайте первым долгом посмотрим, какие социальные объекты у нас. У нас очень много сдано социальных объектов. И строится много очень социальных объектов. Именно это школы, детские сады и другие учреждения. Вот спорткомплекс видела, строится театр вот летний на улице. Это очень хорошо. Конечно, да, я кто был в республике Воздел. Да, вот самый, да, делал добрый. А где каждый вот хороший, ваш дизель, да. Вот тут почему Желаю нашей республике как можно чаще открывать новые объекты. Наша республика с каждым днем становится краше, открываются новые объекты и очень радостное настроение у всех людей. В завершении официальной части торжественного открытия для участников был подготовлен праздничный концерт. Танзила Куртоева, Малсик Игиев.